Здравствуйте, Елена Васильевна. Приближает- Приближается юбилей Национальной библиотеки, и в связи с этим мы хотели бы задать вам несколько вопросов. Расскажите, пожалуйста, как вы в первый раз пришли в Национальную библиотеку, и какое впечатление она на вас произвела? Первый раз я пришла на первом курсе Удмуртского государственного университета. Это было 22 года тому назад. Я пришла первый раз, нужно было подготовить доклад на конференцию, и в библиотеке Удмуртского государственного университета оказалось, что информации мало, недостаточно, и я пришла в Ленинскую, как мы говорили, библиотеку, и первое впечатление, ощущение, что я захожу в музей. Сама атмосфера, там какой-то особенный воздух, он другой, и какое-то вот, с одной стороны, величие, ты заходишь в такое здание, с другой стороны, какое-то вот умиротворение, там как-то вот все тихо, спокойно. И меня поразили книги, большое количество книг, потому что я заглядывала так тихонечко, и в отделе краеведческой литературы я заглядывала там тихонечко за территорию просто читального зала. И для меня это было вот потрясение, что так много книг, так много полок с книгами. Ну, впечатления были очень хорошие, очень большое было удивление. Я подумала тогда, что я буду ходить сюда, мне нравится ходить сюда. И я в библиотеке, именно в Национальной библиотеке, было ощущение, что я отдыхаю душой среди книг. Расскажите, в какие отделы вы ходили, когда учились, и пользовались библиотекой, когда уже закончили учебу и начали работать? Я училась в Удмуртском университете с 1995 по 2000 год. И вот, как я уже сказала, да, в первый раз я пришла именно в отдел краеведческой литературы, краеведческой и национальной литературы, наверное, так назывался этот отдел тогда. Я пришла туда, и отдел, с одной стороны, вроде как маленький, но он такой уютный. И там больше всего меня удивили люди, работающие в этом отделе. Они настолько доброжелательные. Мне нужно было найти тогда произведение Геннадия Красильникова, первые произведения, которые печатались в газете «Советская Удмуртия». И мне принесли большую подшивку. Она была так аккуратно все сложено. И вот я помню, как я листала эту подшивку, это же история. Я ее листала, я искала вот эти произведения Геннадия Красильникова. И я помню, как мне помогали сотрудники именно краеведческого отдела, когда, предположим, я что-то не могла найти, или мне, предположим, нужна какая-то статья, а я не помню, это в какой книге. Довольно сложно было тогда, не было интернета, и они как-то вот сразу шли навстречу, и они учили, я помню, они учили, как разбираться вот, в каталогах вот этих, как искать, как лучше искать, и я им очень благодарна, потому что такое ощущение, что после этого у меня в голове тоже многое по полочкам разложилось, и мне именно нравился вот этот краеведческий отдел. Хотя я была и в других отделах, я отдел научной литературы, по-моему, назывался, но вот более вот душой я была вот в этом отделе. После того, как я закончила учебу в университете, был период, когда не так часто уже посещаешь Национальную библиотеку, но в последнее время я вообще очень благодарна Национальной библиотеке, что у них есть электронные фонды, и они мне очень помогают в моей работе. Нужна какая-то книга, нужна какая-то статья, и как-то вот у вас там устроено все четко, ясно, пробиваешь и находишь нужную статью, нужную книгу. Поэтому я могу сказать, что в последнее время я довольно часто посещаю Национальную библиотеку.
Мне очень нравится и в годы учебы, и после, и вот сейчас мне очень нравятся мероприятия, которые проводит Национальная библиотека, и которые я по возможности я стараюсь посещать. Это опять-таки мероприятия, которые проводит краеведческий отдел краеведческой литературы и национальной литературы. Был у них, вот, я не знаю сейчас, Крайо-Удмуртский клуб, он существует? Вот Крайо-Удмуртский клуб, это вообще, мне кажется, настолько был... В одно время, мне казалось, это сердце удмуртской культуры, удмуртской национальной интеллигенции. Это место, куда периодически стекалась вся национальная интеллигенция, просто послушать умных людей, презентации книг ученых, презентации книг писателей, поэтов. И вот именно вот этот формат мне очень нравился, там, в непринужденной какой-то атмосфере, очень хорошо вели вот эти встречи и до сих пор хорошо ведут. Понятно сейчас, очень жаль, что в Национальной библиотеке нет хорошего здания, нет хорошего краеведческого отдела, хотя люди там работают на самом деле уникальные, и книги там на самом деле хранятся уникальные, но вот эти мероприятия, я благодарна, что они до сих пор существуют, и клуб Удмуртский, краеведческий клуб Край Удмуртский, он до сих пор существует, и мне очень нравятся эти мероприятия. Я помню, недавно совершенно с Татьяной Мини-Ахметовой была встреча ученых, которая живет в Австрии. Тоже была такая добрая, интересная встреча, которую вела Галина Александровна Сергеева. Тоже хорошая была встреча. Я помню встречи, которые прошли. Они ведь не только свои встречи ведут, Край Удмуртский, они еще и помогают нам. Я помню встречу, которую они помогли провести нам, редакции газеты «Удмурт-Дуне». Они провели презентацию нашей книги, нашей энциклопедии. То есть они очень мобильные, и в то же время они очень глубокие. У них встречи всегда проходят очень, такие глубокие, хорошие встречи. И встречи, которые прежде всего, я думаю, должны посещать именно студенты, потому что это расширение кругозора. Это не просто ты сидишь в читальном зале там, при свете лампы и читаешь книги, а это живые люди, которые пишут эти книги. И вот, кстати, сейчас вот вспомнила лампы. Я помню, как на втором этаже, когда вот в первый курс я тоже пришла, помимо краеведческого отдела, я зашла на второй этаж, по-моему, второй этаж это был. Заходишь, зал, читальный зал, и там столько столов и столько настольные лампы стоят. Ощущение, что ты действительно в другом мире. Я сама, по сути, творческий человек, я люблю не просто там сидеть при свечах, я люблю настольную лампу. Сидишь, когда немножечко так сумерки, светит настольная лампа, и ты пишешь, сидишь или читаешь. Вот я очень люблю это состояние. А тут заходишь, небольшие сумерки, это было вечером, и настольные лампы, их так много, и там сидят люди. Людей не так много, но они сидят, и все погружены вот в этот мир. Все, каждый в своем мире, каждый со своей книгой. И для меня вот это впечатление, впечатление очень такое хорошее, доброе, остается до сих пор. Я не знаю, сидят ли сейчас так, есть ли такие залы, где вот они сидят за столами, где много-много настольных ламп, или в основном все используют электронную версию Национальной библиотеки. Но у меня в памяти осталось вот именно вот это светлое такое воспоминание. Скажите, Елена Васильевна, запомнился ли вам кто-нибудь из сотрудников библиотеки? Могли бы вы кого-то отметить? Да, мне запомнились сотрудники именно отдела краеведческой литературы. Опять-таки, это первые встречи, конечно, это Лимонова Надежда Петровна. Это очень интеллигентный, красивый человек. Мне очень нравилось, как она ведет эти презентации, встречи клуба Край Удмуртский.
очень нравилось. Я прямо смотрела на нее и ну, восхищалась ею еще в годы студенчества. Потом я помню, я уже сказала, Галину Александровну Сергееву, которая тоже, она могла по каким-то мелочам, какие-то вопросы возникают, она могла объяснить просто, четко, ясно. Я помню уже более молодых Татьяну Васильевну Николаеву, Татьяну Васильевну, это уже более такой активный человек, который очень быстро, мобильно все делала, и которая также ведет вечера. Сейчас помню очень хорошо ее и знаю. И среди молодежи пусть не обижаются другие, потому что лица-то я помню у многих, но не знаю, как их зовут. Я еще бы отметила очень Анну Леонидовну Семенову. Я помню, она, наверное, тогда еще только-только закончила учебу, и когда провели непосредственно мой творческий вечер, проводили, она сделала презентацию по моему творчеству, и для меня это было совершенно неожиданно, потому что я не ожидала, что Национальная библиотека, с одной стороны, все настолько хорошо подготовит, вечер, презентацию, творческий вечер, и в то же время не просто выставка книг, не просто программа интересная, а еще и презентация. Но мне было это очень приятно, и я хочу им сказать большое спасибо за инициативность, за желание не просто сделать все, ну, как обычно. Пришел человек, показали его книгу, сделали выставку, и там несколько вопросов о жизни и творчестве. То есть они все время, всегда ищут что-то новое. И вот по последней презентации, тоже по моей последней книге, я тоже хотела бы отметить, потому что ну вот они и какие-то опросы в социальных сетях проводят, они предлагают различные варианты, а может так, а может сделать так. Они не просто опросы в социальных сетях, они еще и видеоопросы делают, они мнение людей собирают. Вот прочитал человек книгу, должна быть презентация этой книги, они еще и видеоопрос собрали, предположим, да, вот в данном случае по моей книге они так и сделали. То есть они все успевают. Я вообще удивляюсь, когда они успевают пополнять фонды. Я так думаю, они же все это цифруют, новые книги, все это, как они успевают это. И потом еще я бы отметила, они и очень оперативно рассылают пресс-релизы по мероприятиям, которые проводят. И я думаю, поэтому имидж о Национальной библиотеке очень высокий, и поэтому на мероприятия и на вот эти презентации в Национальной библиотеке народ идет с удовольствием, люди идут с удовольствием. И в завершение хотелось бы вот узнать у вас мнение о том, какую роль вообще сыграла Национальная библиотека в жизни республики, города, и какое будущее, возможно, и ожидает, и чего бы вы пожелали в преддверии столетия библиотеки. Я думаю, роль Национальной библиотеки, она огромная. И в годы, когда и в советское время, и в годы перестройки, и в наше время. Но прежде всего это, конечно, как центр такой научной, творческой мысли, место, откуда можно было пополнить, и до сих пор можно пополнить свои знания, расширить кругозор. И это место, где тебе могут помочь именно правильное направление, в каком направлении искать. Если ты заходишь сейчас в интернет, тебе нужна литература по какой-то теме, там очень много всего выходит.
И молодому человеку, может быть, и довольно сложно, мне как кажется, найти среди вот этого всего именно зернышки, настоящие зерна. А Национальная библиотека — это место, где есть люди, которые могут тебе подсказать вот эти настоящие зерна, и где ты можешь непосредственно соприкоснуться с книгами, которые вот вошли уже в историю. И с другой стороны, в наше время, даже когда все уже в интернете, в электронном виде, Национальная библиотека — это база, где именно оцифрованы те материалы, которые ты раньше, может быть, и не смог бы найти. Предположим, эта книга одна на всю республику, а там ты можешь ее найти. Вот это тоже огромный плюс. И роль еще какая? Ну вот я уже отметила то, что определенный такой центр. В последнее время жалко, в последние годы, лет сколько, 6-7, наверное, уже, да, когда здание Национальной библиотеки закрыли, и там начался ремонт. Мы очень надеялись, что где-то через год, через два там все закончится, и здание снова откроется, и снова вот мы зайдем в новое уже здание. Было очень жаль, что его, с одной стороны, закрыли, но мы ждали. Но вот очень жаль, что до сих пор это здание не открыто, до сих пор нет нового здания. И я очень хочу, чтобы поскорее было вот это новое здание, уже реконструировали, сделали его, очень хочется. И очень хочется, чтобы вновь Национальная библиотека стала каким-то центром, интеллектуальным каким-то центром, куда стекаются студенты высших учебных заведений, ученые, интеллигенция наша. Даже не просто, чтобы почитать книгу, а просто посидеть и пообщаться друг с другом, или вот, например, по той же книге, пообщаться. Мне очень хочется, чтобы было так. Этого я желаю Национальной библиотеке. И я думаю, этого желают очень многие в республике, очень многие непосредственно в столице, очень многие, интеллигенция, я думаю, этого желает. Вот я желаю этого. И желаю я еще большого здоровья, терпения сотрудникам библиотеки, чтобы все было у них хорошо, чтобы у них вот это желание творить, идти дальше, искать новые какие-то возможности, шагать в ногу с новыми какими-то веяниями, с новыми технологиями, чтобы это у них желание не отпадало, несмотря на то, что им сейчас приходится ютиться в ряде помещений, не совсем, или нет, скажу напрямую, абсолютно не приспособленных для библиотеки, тем более для Национальной библиотеки. Удачи, побольше удачи, и я очень надеюсь, что в конце концов отремонтируют библиотеку.